Московские врачи уже приступили к своим обязанностям. В составе бригады 6 врачей. В Северной Осетии они будут находиться предположительно 2 недели. За это время они дадут рекомендации и помогут северосинским коллегам в борьбе с опасным вирусом. Работу осетинских медиков, к слову, оценили высоко. А вот то, что на улицах Владикавказа много людей, столичных медиков, удивило. Специалисты уже посетили медучреждения республики, были в республиканской клинической больнице, там осмотрели зараженных COVID-19. Как оценивают их состояние и какие дают рекомендации, расскажет Аида Кутарова. На борту самолета высокопрофессиональные хирурги, анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи. В сложный период они готовы помогать коллегам. Со своей стороны мы уверены, что коллеги подготовлены здесь очень неплохо, доктора, для оказания помощи пациентам больных ковид. Но учитывая то, что в Москве эта эпидемия началась чуть раньше, мы отработали какие-то протоколы лечения, видели более тяжелых больных и надеемся, что нашим коллегам поможем, расскажем и покажем то, чему научились за время работы в Москве. Опыт работы в красной зоне поможет врачам оперативно консультировать и помогать коллегам. В Северной Осетии они пробудут 2 недели. Настроен на конструктивный разговор с коллегами. Надеемся, что они получили какой-то опыт за это время после открытия их как стационара под ковид. Мы, несомненно, наработали за 2 месяца большой материал, готовы поделиться всем, чем мы только можем, и очень надеемся на позитивные результаты. Конечно же, и не исключение пациентов, пребывающих на искусственной вентиляции легких. С собой медики привезли необходимые лекарства, средства индивидуальной защиты, в том числе противовирусные, противомикробные препараты. В опыте североосетинских коллег медики не сомневаются. Остались довольны и техническим оснащением. Больницу Согма временно перепрофилировали под ковидных больных. Осмотрев палаты, медики отмечают, к приему больница готова на 100%. С того красного входа, естественно, он будет закрыт, когда у нас будут уже пациенты. Сотрудники, которые отработали смену грязных СИЗ, заходят через красную зону и проходят сюда. Здесь они снимают свои грязные СИЗ, оставляют их дезинфицироваться, и дальше они проходят в зеленую зону, уже отдезинфицированные полностью. Врачи клинической больницы Согма одновременно занимаются наукой, исследуют вирус, предлагают использовать аппараты ультрафиолетового облучения крови и так называемый оксиметр. Прибор выявляет уровень кислорода в тканях человека. Это позволяет определить эффективность лечения и в случае необходимости заменить курс лечения и дозы препаратов. В лаборатории Согма разработали и лекарства, которые воздействуют на воспаление COVID-19. Исследователи уверены, разработка поможет выводить тяжелобольных с аппаратов ИВЛ. Сейчас оно проходит патентирование. Это относится к группе прорывных технологий. И именно идет исследование под маркой апробации. В клинике Согма будет внедряться эта методика для больных ковид-инфекцией. Эффективность лечения зависит от нескольких факторов. Важное условие – строгое разделение зон. Готовится клиника к приему пациентов, определены тактические моменты, что пациенты будут большей частью средней степени тяжести. Поэтому то, что мы видим, на самом деле, подготовительный этап вполне. Положительная динамика, я бы сказал, что со вчерашнего дня, после того, как мы митинг прокапали. Особое внимание пациентам, которые находятся в реанимационном отделении. Специалистами уже даны рекомендации. Сегодня мы работали вместе с коллегами в республиканской клинической больнице. Мы посмотрели практически всех пациентов. Многие из них действительно находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Мы посмотрели, проконсультировали абсолютно всех пациентов в отделениях реанимации. Могу сказать, что наши владикавказские коллеги, они очень достойно справились с ситуацией и встретили эту непростую эпидемию. Медицинские бригады из Москвы направлены и в другие регионы, где сложная эпидемиологическая ситуация. Это Дагестан, Ингушетия и Забайкальский край. Вот необходимое оборудование для лечебных учреждений республики. Мы очень благодарны этой помощи.
Дагестан оказался в числе тех регионов, где наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. Особенно в горных аулах, где нет возможности для госпитализации больных и не хватает медицинских работников. В Махачкалу привезли 2 партии специальных индивидуальных средств защиты и аппараты искусственной вентиляции легких. Знакомятся столичные врачи и с условиями и методами лечения инфекций в больницах Ингушетии. Понимаем, что есть необходимость в нашей помощи нашим коллегам, вашим соотечественникам, пациентам. Поскольку Москва оказалась на острие этой атаки коронавирусной, то понимаем, что к этому дню, наверное, 2 столицы накопили максимальный опыт. Поэтому, поскольку вы сейчас на практически начальных этапах оказались, то хотелось бы помочь по возможности. Мы будем максимально участвовать в лечебном процессе, в процессе организации ваших стационаров и помощи пациентам. И будем надеяться, что наш визит к вам, он окажется полезным для всех. Общими усилиями федерального центра и регионов эффективность лечения повысится. Аида Кутарова, Хайтек Гапоев, Новости Осетии.